Следы крови на земле только у обычных людей вызовут лишь неприятные ощущения, а следователю и криминалисту они могут рассказать о многом. Как и знаменитый Шерлок Холмс, современные эксперты по кровавым лужам, капелькам, потекам, брызгам и прочим отметинам способны определить интенсивность кровотечения и местоположение жертвы, где она находилась, куда и с какой скоростью перемещалась, куда и чем была ранена, как долго жила после этого и многое другое. Криминалистам Следственного комитета в работе со следами и веществами биологического происхождения помогает источник экспертного света МИКС-450. Специальная лампа и очки со светофильтрами часто используются при осмотре мест убийств. И даже если на первый взгляд никаких следов нет, это все равно может быть приложено к материалам дела, потому что может оказаться, что их не видит только невооруженный глаз. Был такой случай у нас в межрайонном Назрановском следственном отделе, расследовалось уголовное дело, и замытые кровью у плинтуса были обнаружены данным прибором. То есть он может обнаруживать и такие следы. Как пишут в учебниках по криминалистике, попытки очистить одежду от следов крови редко приводят к полному успеху. Впрочем, попытки удалить со своего мобильного телефона любые данные, в том числе историю посещения сайтов, призывающих к экстремизму и терроризму, бесполезны. Специальное оборудование UFED Touch первого и второго поколений позволяют криминалистам как на ладони увидеть всю информацию, которая когда-либо попадала в телефон подозреваемого. Восстановление удаленной информации с мобильных устройств. Это доступ к тем перепискам, сайтам. С помощью данного устройства посещались те или иные сайты. Можно клонировать сим-карту и в последующем использовать данную информацию в ходе предварительного следствия по уголовному делу. Подозреваемых специалисты проверяют на детекторе лжи. Очень успешно следователи и криминалисты используют в своей работе полиграф. Полиграф – это техническое устройство, позволяющее выявлять и фиксировать психофизиологические реакции обследуемого лица в ответ на предъявляемый стимул за счет перевода физиологических показателей, активности дыхательной, сердечно-сосудистой системы, электрической активности кожи и других электрические сигналы, отображаемые в виде графиков в совокупности, образующих полиграмму. В арсенале Следственного комитета много оборудования, благодаря которому улизнуть от ответственности преступникам практически невозможно. Специалисты этого ведомства занимаются расследованием наиболее опасных противоправных деяний, посягающих на основополагающие права и свободы человека, интересы общества и государства. Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Заур Даурбеков в профессии 18 лет. Закончив Ростовский юридический институт МВД по распределению, попал в ОВД Карабулака. После перешел на службу в Следственный комитет. Из всех расследуемых дел особо выделяет дело ингушских сирот. В 2020 году дети, лишенные родительского тепла и заботы, попросили помощи у специалистов комитета. Приобретенные за бюджетные деньги квартиры для сирот, которые им выдали, принадлежали другим людям. Поставщик подделал документы на 7 квартир, и с его легкой руки дети, лишенные родителей, остались еще и без крыши над головой. Когда они уже должны были получить ключи от них и заехать в жилье, они столкнулись с проблемой, что жилье фактически не предоставляется. В итоге, после того, как руководство Следственного управления по этому факту был осуществлен личный прием, и поскольку квартиры фактически принадлежали вообще другим лицам и застройщику, и в данном случае мы, естественно, возбудили уголовное дело и привлекли поставщика и должностных лиц, принявших и оплативших данные квартиры. Следственному комитету удалось довести дело до конца, и сироты получили со следующей партии закупленных квартир свою законную жилплощадь. Получил крышу над головой на ближайшие 3 года и поставщик, правда, в местах не столь отдаленных. Также ему предстоит возместить стоимость квартир – 13 миллионов рублей. Понесли наказание и должностные лица, которые принимали фиктивное жилье. Буди, давай быстрее. А это кадры дела о мигрантах прошлого года. Актуальная для всей страны тема находится на особом контроле Следственного комитета и лично его руководителя Александра Бастрыкина. В Ингушетии проблемы с миграцией не имеют такого масштаба, как в других регионах страны. Да и сами преступления носят не такой жуткий криминальный характер. Однако все равно имеют место быть. В прошлом году на одной из стройплощадок в Магасе был выявлен 31 мигрант. Они незаконно пересекли государственную границу, либо не встали на учет после того, как перешагнули линию, разделяющую две страны.
семьи. Юридическое лицо, использовавшее труд нелегалов, обеспечивало их жильем. За это положен штраф – 400 тысяч рублей за человека. Ушлый предприниматель решил сэкономить и заплатить меньше. Для этого вступил в сговор с правоохранителями. К сожалению, сотрудники правоохранительных органов повелись на это незаконное предложение, за что им придется понести уголовную ответственность по статье за преступление, совершенное группой лиц с участием иностранных граждан. Факт оформили, как будто бы физическое лицо предоставило им жилье. А за физическое лицо, если там штраф идет только 2000 рублей с одного иностранного гражданина, то есть намного меньше, чем другое. Но в итоге этот факт противоправной деятельности всплыл. Мы в рамках уголовного дела через надзорное ведомство и так далее, то есть добились привлечения виновного юридического лица и с вынесением штрафов в размере 400 тысяч рублей, как положено, за каждого гражданина. Мигранты были выдворены за пределы Российской Федерации. Правоохранители ждут суда. Также в прошлом году следователям удалось добиться выплаты в госказну около 200 миллионов рублей от предпринимателя, который долгое время укрывался от уплаты налогов. Впрочем, не только денежные преступления расследуют следователи. Второй отдел по расследованию особо важных дел специализируется на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, связанных в основном с убийствами, похищениями, безвестным исчезновением граждан и вообще любых дел, вызвавших широкий общественный резонанс. За последние 2 года этими специалистами окончено расследование по 20 уголовным делам особо тяжкой и тяжкой категории, 6 из которых – убийства. Такие как убийство фермера в сельском поселении Далаково, убийство братьев в сельском поселении Мужичи, убийство и покушение на убийство 2 и более лиц, совершенные в 2015 году в городе Назране. Расследовалось и окончено нами с обвинительным заключением уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в сельском поселении Галашки. Как застарелые раны следователям удается всковырнуть и довести, наконец, до суда дела прошлых лет. Потенциальным преступникам важно помнить, наказание неотвратимо, а пострадавшие обязательно будут восстановлены в своих правах. Это не только профессиональный долг следователей Следственного комитета, но и дело чести для них. Анастасия Шишина, Билал Ахильгов, Магаз 24.